Всем привет, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра И+. Давайте разберем некоторые задания предыдущего среза. Итак, в шестом задании необходимо выбрать равные множества. Множества будут равными, если у них элементы, которые в нем находятся, будут совпадать. В данном случае правильный ответ B. Так как для восьмерки есть восьмерка, также есть тройки, пятерки, шестерки и однерки. Эти два множества состоят из одинаковых элементов, значит они равные. Далее, седьмое задание. Необходимо определить пересечение двух множеств. Пересечение множеств будет состоять из элементов, которые есть в обоих множествах. Начнем по порядку. У нас есть однерки. Далее, здесь тройка есть, здесь тройки нет, поэтому тройка не подходит. Есть четверки. Далее, пятерки нет. Семерка тоже только одна. Восьмерка только в этом множестве. И девятки есть в обоих множествах. То есть получается, пересечение множеств L и M состоит из элементов 1, 4 и 9. Далее, восьмое задание. Есть множество E и множество F. Необходимо найти объединение. Начнем по порядку. 2, потом идет 3 имеется. Также есть четверка, есть шестерка, семерка, восьмерка и девятка. То есть мы выписываем те элементы, которые есть хотя бы в одном из множеств. Далее, в десятом задании необходимо найти объединение множеств, если b это множество делителей 42, а c это множество делителей 56. Давайте определим, какие это делители. Ну, во-первых, 42 делится на 1. Также делится на 2. Делится на 3. Делится на 6. На 7. На 14. На 21 и на 42. Далее 56. Делится на 1. Делится на 2, на 3 не делится, но делится на 4. Также делится на 7, на 8, на 14, на 28 и на 56. Ну а теперь ищем объединение. Итак, однерка, двойка, тройка, четверка, 6, 7, 8, 14, 21, 28. Также 42 и 56. А теперь разберем некоторые задания предыдущей домашней работы. В пятом задании необходимо записать множество b путем перечисления его элементов, если его элементы это простые однозначные числа. Простые числа это те числа, которые делятся только на само себя и на 1. То есть это будет двойка, тройка, пятерка, семерка и среди однозначных чисел все. Далее, девятое задание. У нас есть два слова – Венера и Юпитер. Буквы этих слов являются соответственными элементами множества k и l. Необходимо записать в виде перечисления элементов множества k, l, их пересечение и объединение. Итак, множество k – это пусть будут буквы в слове Венера. То есть V, E, N, R и A. Соответственно, множество l – это буквы в слове Юпитер. U, P, I, T, E и R. Теперь запишем их пересечение, то есть только те буквы, которые встречаются в обоих множествах. В данном случае это E и R. А теперь объединение. Запишем те элементы, которые есть хотя бы в одном множестве. Итак, V, E, N, R, A. Далее есть U, P, I, T, E уже было, R уже тоже было, поэтому не пишем. Далее 12 задание. Множество C это цифры числа 24347. Множество D это цифры, соответственно, числа 69213. Необходимо найти пересечение данных множеств с помощью перечисления элементов и обозначить его. Итак, пусть будет пересечение множества C и D, это множество, допустим, E. Тогда множество E равно. Итак, здесь у нас встречаются цифры 2, 3, 4 и 7. Напишем. Далее у нас во втором числе это шестерка. Шестерки не было, пишем. Девятка. Двойку мы уже писали. И однерка. Тройку не пишем, потому что тройка уже есть. То есть получается множество E состоит из элементов 2, 3, 4, 7, 6, 9 и 1. Тема данного урока – процент. Перевод процента в число и перевод числа в процент. Процент – это некоторая доля от какого-то либо значения. Обозначается таким вот символом. 1% – это 1/100 часть. Или же 0,1, если записывать в виде десятичной дроби. Соответственно, 100% будет
единица, то есть полное целое значение. Ну и аналогично 2%. Это 2 сотых, или же 1/50. 3%. 3 сотых. К примеру, 50%. Это половина, 0,5, ну или же 1/2. И так далее. Тут, в принципе, сразу видно, чтобы перевести процент в число, необходимо его поделить на 100. Если же нужно сделать наоборот, из числа перейти в процент, вот, к примеру, 1/2 берем, то мы умножаем на 100. 1/2 умножить на 100 получится 50%. А теперь давайте рассмотрим некоторые задания, связанные с данной темой. Итак, в первом задании нам необходимо представить значение процента в виде десятичной дроби. Для этого делим каждое число, выраженное в процентах, на 100. Когда мы делим на 100, мы просто сдвигаем запятую на 2 цифры влево. То есть здесь получится 0,8, здесь 0,75 и в третьем 1,5. Далее второе задание. Необходимо представить значение процента в виде обыкновенных дробей. Итак, здесь у нас 2 сотых. Сокращаем по 2, получаем 1/50. Далее 25 сотых. Сокращаем по 25, получаем 1/4. Ну и 160 сотых. Сокращаем по 20, получаем 8/5. Или же 1,3. Далее, третье задание. Необходимо данные числа представить в виде процента. Умножаем на 100. Далее 105 сокращаем по 5. 5 сокращается полностью, от 100 останется 20. В итоге у нас получается 2 умножить на 20, ну и делить на 1. Это 40%. Далее идет 0,7. Умножаем на 100%. 110 сокращается, от десятки останется единица, а от сотни останется 10. 10 умножить на 7 поделить на 1 это 70%. Далее 0,9 умножаем на 100, получаем ровно 9%. Ну и наконец 3,4 умножаем на 100, получаем 340%. Далее четвертое задание. Нам необходимо определить, какой процент фигуры закрашен. У данного круга закрашена четверть. То есть 1/4. Если выразить в процентах, это будет 25%. То есть умножаем на 100. Во втором рисунке у нас половина фигуры закрашена. Это будет 50%. В третьем рисунке полностью вся фигура закрашена, поэтому это будет 100%. И, наконец, четвертая фигура. Если мы продолжим вот эти две линии, то получится, что мы закрасили 3/4 квадрата. Умножаем на 100% и получаем 75%. А теперь перед вами появится несколько подобных заданий, попробуйте выполнить их самостоятельно. Итак, в первом задании необходимо представить в виде десятичных дробей. Делим на 100, получаем 0,4. Во втором случае 0,55. В третьем 1,3. Во втором задании необходимо представить в виде обыкновенных дробей значение процента. В первом случае 1/100, во втором случае 15 сотых. Сокращаем по 5, сверху будет 3, снизу будет 20. В третьем получается 180 сотых. Сокращаем по 20, сверху будет 9, снизу 5. Или же 1,4. В третьем задании необходимо значение дроби представить в виде процента. Итак, в первом случае 1/4. 1/4 умножаем на 100%. 104 сокращается по 4, от четверки остается единичка, а от сотни остается 25. В итоге в общем получается 25%. Далее второй пример. 13/20 умножаем на 100%. 120 сокращаем по 20, от 20 остается единичка, от сотни 5. 5 умножаем на 13, получаем 65%. Далее 0,2 умножаем на 100, это будет 20%. 1,7 умножаем на 100, это будет 107, соответственно, процентов. В четвертом задании необходимо определить, какой процент фигуры закрашен. Итак, первый рисунок у нас закрашено две части из 4. Умножаем на 100%. 104 сокращаем по 4. 4 сокращается полностью, остается единичка, от сотни остается 25. В итоге получаем 25 умножить на 2 делить на 1. Это 50%. Второй рисунок. У нас фигура разделена на 10 частей, закрашено 3 из них. То есть 0,3. Умножаем на 100%, считаем и получаем 30%. На этом наш урок подошел к концу. Не забудьте выполнить домашнее задание. Всем удачи, всем пока.